Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так. Кто не может вас забыть? Кому вы не даете покоя? Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на себя и давайте будем смотреть. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Интересно, какой-то вышел пьяница. Человек пьющий, либо человек, который именно сейчас злоупотребляет алкоголем. Человек глубоко несчастный, человек, который либо все в жизни потерял, либо действительно столкнулся с какими-то ужасными обстоятельствами, вот именно для себя. Почему-то идет про потери. Кто-то свободу потерял, кто-то потерял имущество, деньги, то, что было нажито. А возможно, мужчина вас потерял. Да? Самое дорогое и ценное, что было в его жизни, это вы. Потерял. Потеря идет очень сильно. Он не может смириться с этой потерей, он не может ее принять. Для него это открытая рана, и сколько бы времени ни прошло, она не затягивается. Девочки, вы все разные, у каждой своя судьба, свои обстоятельства, но вот как я вижу, это мужчина бывший мужчина, либо мужчина, которому вы, скажем так, в свое время отказали, даже не дали шанс на то, чтобы быть рядом с вами. Не забыл и никогда не забудет. Никогда. Вы особенная. Ваш образ красной нитью идет через всю жизнь этого человека. Давайте так, смотрите. Я дам вам описание этого человека вот в моменте здесь и сейчас. Кстати, я вижу и инициалы, но мне показали 2 буквы. Может быть, это имя, фамилия, может быть, у кого-то на одну букву, у кого-то на другую. Буква здесь «С» вышла, и буква «А» или «Л». Больше, конечно, похоже на «А». То есть это имя, фамилия, либо прозвище, да? Ведь человека могут и как кличку дать, и так его называть. Вот. Это человек, он сейчас выглядит очень больным. Человек потерял килограммы, сбросил килограммы, похудел очень резко, либо даже одномоментно как-то похудел. У человека темные круги под глазами, прям такие мешки огромные висят, то ли от пьянства бесконечного, то ли еще и со здоровьем, возможно, проблемы есть. Волосы у него темные. Кстати, у кого-то мужчина сидеет, просить у него есть. Причем достаточно много уже у него седых волос. И вот с каждым днем у него все больше и больше их становится. Так, по поводу растительности на лице. Был период, когда он носил бородку, возможно, с усиками носил. Но у него как-то периодами, иногда хочется, и он прям отпускает, ходит. А иногда прям в один момент все это бреет, убирает, как психует. Говорит, все, не хочу, буду так ходить. Так, по росту, среднего роста. Но он вообще, знаете как, он был упитанный и спортивный был, не то что прям качок, он был спортивный, но в последние несколько месяцев, дней он просто ужасно сдал, на нем вся одежда висит, он очень сильно похудел, и прям, знаете, как атрофировались даже мышцы, то есть он на себя забил, он собой совсем не занимается. Так, у кого-то отыграется, что у мужчин очень серьезные проблемы
по здоровью. По здоровью. Он либо сейчас болеет, либо он из какой-то тяжелой болезни вышел. Но вот этот алкоголизм, то, что он пьет, и пьет он, кстати, очень сильно пьет, вот, не позволяет ему до конца долечиться, да, не позволяет ему поправить свое здоровье. Очень симпатичный мужчина, вот есть в нем такой, знаете, неуловимый шарм. То есть вроде так посмотришь, мужик, обычный мужик, а присмотришься, милашка. Глаза очень необычные, по цвету цвет темный, карий цвет, может быть и желтый карий, а может быть даже и зеленый, как он, охра называется, да, зелено-карие глаза. Глаза, вот как у ребенка, вот сколько бы ему лет не было, детский взгляд, широко распахнутые глаза, вечно какие-то удивленные, встревоженные. И эти глаза, они прям приманивают к себе, подкупают, я бы даже сказала. Да. Он в свое время был очень активный, артистичный, интересный, любил интересные истории, может быть, анекдоты, может быть, он даже как самодеятельность какую-то, в самодеятельности участвовал, да, возможно, он умеет на чем-то играть, да, музыка, у него вот всегда музыка была, у него когда хорошее настроение, он мог насвистывать, либо наигрывать даже, да, мог даже пальцами какую-то мелодию наигрывать. Не могу сказать, что пианист, скорее он как темп, не темп, как мелодия, да, отстукивал. Он достаточно интересная личность, но как будто бы все потерял. И виной, конечно, он сам себе. Здесь нет какого-то конкретного человека, кто бы был виноват в его сложной этой жизненной ситуации. Скорее всего, он сам. Какие-то необдуманные поступки, какое-то скандальное поведение, глупое поведение, где-то психанул, где-то перенервничал, где-то вспылил, понимаете? Как будто бы он сам, извините, просрал свою жизнь. Простите, но именно это слово идет. Я ничего не могу поделать. Возможно, вы употребляли это слово по отношению к этому человеку, либо он сам употребляет это слово по отношению к себе. Но вот именно оно и идет. Вот именно так он и поступил со своей жизнью. Если вы с этим человеком были в паре, в браке, в отношениях, но здесь сугубо его вина, его поведение, его отношения. То есть он вас любил, он вас ценил, но не смог удержать рядом, не смог вам доказать своей преданности, не смог доказать вам своей надежности. И, скорее всего, по какой-то просто безумной глупости он вас потерял. Вот. Здесь идет жесткий отпор, отказ и как заблокирована дорога к вам. Если вы просто отказали этому человеку в общении, да, например, подошел, познакомился, может быть, вы были знакомы, он к вам подкатил вот в плане отношений, вы сказали: нет, извините, я не интересуюсь вами. Вот. То тут, скорее всего, он мог бы вас добиваться, он мог бы пытаться вам доказать, что он неплох, что он хороший вариант, но он этого не сделал. Просто психанул, сказал: не хочешь, и не надо, да? Я буду тебя любить, я буду страдать, но я не буду ничего делать, чтобы доказать тебе, что я хорошая, что я могу сделать тебя счастливой. Вот и все. Он выбрал самый легкий путь. Путь алкоголика, да? Заливать свою больку алкоголем. Это ужасный выбор, просто ужасный. Самый худший из всех, что он мог сделать. Вот. Говорит о нем как о человеке, который сломался. Девочки, он действительно сломался. Долго держался, долго там что-то пыжился, хорохорился, но в один момент сломался. Вот. Он вас не забыл и никогда не забудет. К сожалению, а может быть наоборот к радости, я не вижу в ближайшее время, чтобы этот мужчина как-то, хоть каким-то образом дал о себе знать. Возможно, вы получите информацию об этом человеке, причем информацию очень пугающего характера. То есть, что с ним все плохо, что его там видели, он в ужасном состоянии, где-нибудь там в подворотне с бутылками лазил, там просто вот в каком-то ужасном виде, грязный, там описанный. Его еле-еле узнали. Прям так и подумайте. Вот как жаль, да, как жаль, что человек настолько опустился. Вот. А кто-то, услышав это, скажет:
Слава Богу, что я с ним рассталась, да, слава Богу, что я ему отказала. Сейчас бы вот эта алкашня на моих руках бы была, да, у меня и так проблем полный рот забот, да, еще бы и с ним бы пришлось разбираться. Значит, девочки, да, это судьба, это был шанс для этого мужчины быть самым счастливым, самым любимым, жить долгую счастливую жизнь, но, извините, он его упустил. Да, это чисто его, и он об этом всегда будет знать, это всегда будет его болью. Никогда он от этого не уйдет. Сколько бы ему лет не было, сколько бы ему лет не было отпущено, вы в его памяти навсегда. Никогда не забудет и никогда себе сам не простит, что он не смог быть с вами, да, что он вас потерял. Да, грустная у нас отсыпочка получилась, но каждый сам виноват в своих бедах. Ну, по крайней мере, этот мужчина точно сам виноват. Мои хорошие девочки, берегите, пожалуйста, себя. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.